оказывают вооруженное сопротивление. Действия террористов поддерживают пособники, организовавшие нападение на блокпост с внешнего периметра. Сумар 10, Язма 50, Антошел 140, Кольцо 222. Вас понял, выполняю. Начальник блокпоста установленным СО. Средства усиления блокируют дорогу и прикрывают наиболее опасные направления. Дежурная смена. Вооруженные до зубов бандиты напали на блокпост. Есть раненые. Это легенда недавно проведенных учений в Центре боевой подготовки Алато. Военные на практике отрабатывали задачи при ведении режима ЧП. От Министерства здравоохранения пожарный расчет, от Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики осмотр места происшествия, сбор вещественных доказательств. Сумар 10, я Аньяр 20, ТЛА 555, выполнил. Прием. Я Сумар 10, вас понял. Личный состав и руководство вооруженных сил отработали практически все вопросы, связанные с управлением и подготовкой. Командно-штабное учение включало в себя 2 этапа. Для этих целей на развернутом блокпосту были отработаны действия военнослужащих, а также разыграны возможные инциденты во время несения службы и патрулирования. Громкоговорящей установкой сиреной с целью недопущения эскалации обстановки специально подготовленные переговорщики направляются для переговоров с протестующими, сохранение жизни и здоровья граждан, склонение преступников к отказу от совершения преступления, создание благоприятных условий для проведения силовой операции. Сумар 10, я конвой 20, отказ от переговоров. Ситуация во время режима ЧП, а также предотвращение возможных беспорядков и обезвреживание агрессивно настроенной толпы. Вся работа проводится во взаимодействии с представителями МВД, МЧС, Минздрава, органов местного самоуправления. Целью данного учения планировалась организация взаимодействия между министерствами, ведомствами, органами местного самоуправления и местными государственными администрация по поддержанию режима чрезвычайного положения. Мероприятие это проводится в рамках обеспечения безопасного проведения выборов. Вы сами знаете, что предстоящий год у нас будет очень такой политически, можно сказать, насыщенный. Поэтому мы, как вооруженные силы, мы должны обеспечить это безопасное, можно сказать, волеизъявление нашего народа. В рамках вот этого мы проводим сегодня учения, занятия с офицерами, а также местными органами власти, чтобы все вот это мероприятие было организовано и организованном таком взаимодействии. За ходом маневров наблюдали руководство Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызской Республики, представители отдела правопорядка, безопасности и чрезвычайных ситуаций, аппарат полномочного представителя правительства Кыргызской Республики в Чуйской области, мэрии, Министерство здравоохранения, Министерство чрезвычайных ситуаций, Министерство внутренних дел. В этих учениях правоохранители тоже получили хороший опыт. Непосредственно во взаимодействии с другими органами у нас тоже имеются навыки. Думаю, такие учения нужно проводить на постоянной основе, ведь именно практика – основа всего. В основу командно-штабных учений заложен опыт чрезвычайного положения, введенного в Кыргызской Республике в марте и октябре текущего года в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции и стабилизации общественно-политической ситуации в стране. Азамат Кенжешев, Гульчурок Азымкулов, Нью ТВ.